Первый следователь Ногайской Орды Магомед Сафаргалиев писал: «Будем ли мы изучать распад Золотой Орды, образование московского государства, борьбу русского народа с татарским игом, историю крымских и поволжских татар, башкир, узбеков, казахов и каракалпаков, мы всегда будем сталкиваться с историей Ногайской Орды, без изучения которой многие вопросы для историка будут непонятны». В XIII веке на территории Евразии сложилась мировая монгольская империя, самое большое из когда-либо существовавших государств в истории человечества. Во главе его стояли потомки потрясателя вселенной и бича Божьего Чингисхана. Великий монгольский улус начинался от берегов Тихого океана и простирался до Центральной Европы. Тянулся от бескрайней сибирской тундры до Индокитая. Управлять такой колоссальной территорией из одного центра было невозможно, поэтому Чингисхан еще при своей жизни разделил ее между своими сыновьями. Западная часть улуса досталась его старшему сыну Джучи. Данный удел, значительно расширенный завоеваниями Батыя, получил в исторической литературе название «Золотой Орды». Эффективность управления столь обширными землями и столь воинственным населением зависела не столько от степени развитости институтов власти, сколько от личности правителя. Должность хана не определялась, например, по какому-то формальному принципу. И здесь главную роль играли способности человека, его способность объединять людей, вести за собой. Ведь в кочевых империях, в том числе и в Золотой Орде, сама по себе территория не играла такого значения, как люди, которые на ней обитали. Улус – это прежде всего люди, которые обитают на этой территории, и важно было повести их за собой. Это в оседлых империях, государствах существует мощная полицейская система, идеологическое воздействие, которое держит людей в узде. А в кочевых же обществах очень многое решается за счет авторитета человека. Первое сепаратное движение в Золотой Орде связано с именем Беклербека Нагая. Нагай, правнук Джучи хана, являлся Беклербеком, то есть главой правительства Золотой Орды в годы правления хана Менгу Тимура 1266-1282. Титул Беклербек буквально переводится как «бек беков», то есть «князь князей». Нагай приобрел огромное влияние в западной части Золотой Орды. Совершив ряд победоносных походов на балканские провинции Византийской империи, он вынудил императора Михаила Палеолога выдать за него свою дочь Ефросинью. Кроме того, он сделал своими вассалами царей Сербии и Болгарии, менял их по собственному усмотрению. В 1293 году войска Нагая под командованием темника Тудана, известные в русских летописях как Дюденева рать, совершили опустошительный поход на Русь. Столь подробное описание деятельности Беклербека Нагая обусловлено тем, что те тюрко-монгольские племена, составлявшие основу его армии, впоследствии стали известны как нагайцы. Правда, с этой точки зрения согласны далеко не все ученые. Однако лучшего объяснения они пока не привели. Поэтому будем считать, что именно в западных улусах Золотой Орды появилась группа кочевого населения, которая взяла себе в качестве самоназвания имя прославленного в походах полководца Нагая. В 1291 году к власти в Золотой Орде пришел хан Такта, который был более решительным, чем его отец Менгу Тимур. Он не побоялся пойти на открытый конфликт с всемогущим Беклербеком. В результате ожесточенной борьбы престарелый Нагай проиграл и был убит. Преданная ему племенная группировка, именовавшая себя Нагаями, по всей видимости, была переселена по приказу хана Такты из Причерноморья на восток, в междуречье Волги и ее